Здравствуйте, в эфире АТР-программа «Саба», я Роман Спиридонов. Освободить пленных украинских моряков – это требование Евросоюза к России. Если этого не произойдет, России ждут новые санкции. Так называемый «Азовский пакет», который в Брюсселе утвердили министры иностранных дел стран ЕС. Известно, что это персональные санкции, под которые попали 8 человек. Они непосредственно причастны к захвату украинских моряков в Керченском проливе. Их имена пока не названы. Окончательно процесс введения санкций должен закончиться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини. Давайте послушаем ее прямую речь. Я с самого начала всегда говорила, что цель санкций – это не ввести их навсегда. Они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась. Но мы не видим положительных шагов. И вот почему страны-члены ЕС до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять. Вот это заявление мы бы хотели обсудить с заместителем директора Института мировой политики Николаем Белесковым. Он должен быть с нами на связи. Добрый день, Николай. Добрый ранг. Как вы считаете, эти 8 человек, которые не названы пока, это достаточная реакция Евросоюза на то, что произошло в Черном море? Я думаю, це той максимум, який ми могли отримати, зважаючи на те, що, на щастя, те, що мало місце 25 листопада, воно не переросло в щось більше. І воно, на щастя, закінчилось лише полоном, але, наприклад, не знищенням наших суден і наших моряків. Відповідно, тобто в мене особисто в грудні місяці не було більших очікувань, чим отримання якихось особистих санкцій щодо, власне, тих осіб, які були задіяні безпосередньо в атаці проти наших моряків з подальшим їхнім захопленням, відповідно. Тобто чогось більше очікувати було дарма, відповідно, і, власне, треба згадувати ще те, що окрім обіцянки запровадження персональних санкцій, також обіцяють вкладати кошти, ми теж не знаємо які, на жаль, поки що щодо розвитку інфраструктури, яка зв'яже Приазов'я з Чорним морем. Тобто це критично важливо теж, і не факт, що якщо буде виділена необхідна сума коштів, це може виявитись набагато важливіше, наприклад, чим умовні санкції секторальні, відповідно. Тому що якщо згадати ті секторальні санкції, які були запроваджені щодо Російської Федерації до цього, 2014 року, але вони не змінили поведінку Російської Федерації, і є великі сумніви, що нові секторальні санкції змінили поведінку Російської Федерації, ну, окрім тих, які б стосувалися експорту енергоресурсів, в першу чергу нафта, це не обговорюється. Тобто, насправді, я думаю, ми отримали максимум того, що ми могли отримати, і головне це зараз, яку суму готовий буде виділити Європейський Союз на розвиток інфраструктури, яка зв'яже Приазов'я із Чорноморськими портами. А о какой сумме вы говорите? Что это за миллионы, тысячи гривен? Что за развитие? В тому і проблема, що не зрозуміло, яку суму готовий буде виділити Європейський Союз. Була так само вчора загальна заява Федеріки Могеріні в рамках засідання міністрів закордонних справ, і так само заява Павла Клімкіна, що нас в першу чергу цікавлять саме гроші на розвиток інфраструктури. І, в принципі, заява фактично правильна, оскільки я повторюю, що, по-перше, отримати секторальні санкції ми б їх, скоріше за все, не отримали, тому що, на щастя, той інцидент мав обмежений характер, і він не закінчився так трагічно, як міг би закінчитися. І, по-друге, секторальні санкції, вони не міняють поведінку Російської Федерації, як показує практика. Тобто, краще мають практичну синицю в руках, чим те, що, було б гарно звучало, нові секторальні санкції, але реально не меняло поведінку Российской Федерации на международной арене. Как вы вообще оцениваете настроение международной общественности? На всех площадках идет речь о поддержке Украины. А на самом деле, вот если вы даже сегодня вспомнили секторальных санкций, они принимаются не всегда и не часто. Речь идет о каких-то точечных, скорее, ударах, о каких-то персоналиях. Готова ли на самом деле Европа нас поддерживать достаточно так эффективно, чтобы это почувствовала Россия? Ви знаєте, я на фоні цього хочу згадати одну річ. От у нас ідуть постійні дискусії, наприклад, наскільки нас ефективно, наскільки нас масштабно підтримує, наприклад, ФРН, яка є лідером Європейського Союзу. От одне з останніх соціологічних опитувань, менше 2% німців бачать загрозу в діях, які робить Російська Федерація. Опитування проводилось наприкінці 2018 року, тобто вже після відповідних дій Російської Федерації, після нападу на наші судна, після захоплення наших моряків. Скажіть, будь ласка, після
таких даних соціології, я думаю, все те, що робить ФРН в першу чергу, ну і окремі європейські країни теж, я думаю, воно виходить за межі очікувань, що чекає європейське населення від своїх лідерів. Але зрозуміло, що в кінці кінців треба сподіватися на себе. Відповідно, і в нас особливих немає ілюзій, ні в нашого керівництва, відповідно, я думаю, населення особливих ілюзій немає, що сподіватися треба на себе, розвивати свій оборонний потенціал, відповідно, розвивати економічний потенціал. Цей урок ми за 5 років вивчили доволі непогано. В нашем эфире вчера в программе «Прайм» с Айдаром Ождабаевым был депутат Борислав Береза, и он высказал мысль о том, что Путину уже удается ослабить Европу, о том, что там уже слышна риторика, очень схожая с путинской. Вот давайте сейчас послушаем, что сказал Борислав Береза, а потом продолжим. Путин на самом деле никуда не торопится. Медицина дошла до такого уровня, что он готов жить еще лет 30 ближайшие. Запросто. И поэтому он сейчас будет вкладывать деньги в раскол Европы, он будет вкладывать деньги в дестабилизацию Европы. Мы ведь видели ситуацию с французами, которые утром заявляют о том, что они не поддержат новый протокол по Северному потоку-2, затем происходят кулуарные переговоры, и известно, что подключились российские эмиссары, и в обед уже Франция меняет свою позицию. Это говорит о том, что проблемы Франции Россия готова брать на свой бюджет для того, чтобы раскалывать Европу. Сильно объединенная Европа опасна для Путина. Так же, как и сильные Соединенные Штаты. Поэтому на сегодняшний день задача для Путина – это любой ценой раскалывать Европу и выстраивать свою сетку эмиссаров внутри европейского сообщества. Получается? Частично, да. Надо признать, что частично, да. Ведь мы же видим, когда в парламенте тех или иных стран звучат абсолютно пророссийская риторика, но мы видим это и в парламентской ассамблее, когда в последний раз я слышал представители Словакии заявляли вещи, которые на голову не налазят. Это не, то есть я слышал слово в слово то, что может сказать Киселев, Соловьев или даже Скобеева. И это произносит депутат парламента европейской страны. Я слышал, как такую риторику используют представители Германии. Это Андрей Гунько, который социалист, крайне левый, это понятно. Кстати, между прочим, Путин очень активно поддерживает как крайне правых, так и крайне левых. Да. Это очень грамотное размытие электората и в то же время поляризация общества в Европе. То, что я сейчас вижу путем анализа, легкого анализа, показывает, что Путин играет большую партию. Очень большую. И здесь у нас, к сожалению, откровенно есть пока два союзника. Это уже не Объединенная Европа, а именно Великобритания, по-прежнему, которая, особенно после Солсбери и дела Скрипалей, очень активизировала. Они флагом повесили вот буквально на выходные на соборе. И гордятся этим. Знаете, я сегодня написал один россиянин, мне очень понравилась фраза, говорит, а завтра они нагадят под этим собором и тоже будут этим. Я удивляюсь, что они еще не привезут бочку новичка и прям вот просто поставили в центре города. Да. Это тоже возможно. Николай, вы согласны с таким прогнозом, что вот Путин играет в большую политику, он ослабит Европу, и о нас там забудут в ближайшем будущем? Ну, я згоден з тим, що є певні внутрішні протиріччя, на яких Російська Федерація буде грати. Ну, якщо виходить з такого підходу, ви знаєте, ми можемо скоро дійти до висновку, що ми програли цю битву, там абсолютно немає нікого, хто готовий нас підтримувати. Я думаю, це безперспективний підхід. І в кожній країні, навіть в абсолютно проросійській, можна знайти ті сили, на які можна орієнтуватися. Відповідно, була згадана Словаччина. Ну, ви знаєте, от Словаччина до 2014 року дивилась на Україну через проросійські більше лінзи, але з 2014 року забезпечила той же реверс газу, тому що це було в її інтересах. Тобто я б не робив би таких поспішних висновків і по багатьом країнам. Так само в нас по Північному потоку, цікава, до речі, ситуація, хотів би її відмітити. Тобто наші коментатори навішали, взагалі, мабуть, усі можливі ярлики на європейців загалом, на Ангелу Меркель зокрема, але ті ж російські ЗМІ, відповідно якісні російські ЗМІ, які можна ще читати, адекватні, той же «Відомості», «Комерсант», вони чітко визнають, що боротьба за Північний потік-2, вона ще далеко не виграна, тобто на користь Російської Федерації, і от ця боротьба за внесення змін до відповідної директиви, до третього енергопакету, яка обмежуватиме Північний потік-2, вона йде, відповідно, і загрози для Північного потоку-2 йдуть.
йдуть. Тобто виникає такий от парадокс, що ми вже навійшли всіх ярликів і кому ми в кінці кінців допомагаємо. Тобто це безперспективний підхід. Відповідно, з іншого боку, я не бачу в цьому нічого такого страшного. В міжнародних відносинах всі керуються своїми егоїстичними інтересами, а не мораллю, відповідно, міжнародним правом. В першу чергу, в другу чергу, можливо. Тобто це треба винести уроки відповідні. І дивно, що ми на 5-й рік війни вважаємо, що якщо наше діло праве, умовно, якщо говорити, то нас всі будуть підтримувати. Пардон, це не казка. І те, що ми вважаємо на 5-й рік війни, що це казка, відповідно, що якщо ми жертва агресії, нас всі будуть автоматично підтримувати, відповідно, тоді ми за ті уроки, які нам дуже дорого коштували, ми їх не вивчили, це тоді дуже погано, тому що це велике поплюження світлої пам'яті тих, хто загинули. Фактично, я вважаю так. Тобто ні, я б не вважав би, що ситуація наскільки критична, відповідно, боротьба продовжується. Інша справа, що, знову ж таки, виникає дуже парадокс. Ми хочемо, щоб світ крутився навколо країни, номінальний ВВП якої від світового складає 0,17%. Навіть не половину відсотка, відповідно. Це теж дуже цікава ситуація. Україноцентризм в нашому розумінні світу, він зашкалює, мабуть. На кого мы можем рассчитывать 100%? Вот чья поддержка в Европе будет всегда на нашей стороне? И в процентном соотношении этих стран больше, меньше, как вы считаете? Знаєте, навіть такі країни, які були озвучені Велика Британія, я б не сказав, що ми можемо на них повністю розраховувати, тому що відносно недавно стало відомо, що є певні лорди палати лордів, які лобіюють те, щоб не застосовувалися санкції проти багатих росіян. Внутрішні британські інструменти, але тим не менше. Відповідно, навіть на Британію ми не можемо повністю розраховувати. Відповідно, так само можна сказати це про Польщу, Швецію. Швеція дала дозвіл на те, щоб прокладали Північний потік в її виключній економічній зоні. Відповідно, ми можемо розраховувати, треба перефразувати, але можемо розраховувати на нашу армію і флот. І все. Всі інші – це наші ситуативні партнери. Більше в нас немає нікого. Жодна держава світу не взяла щодо нас формальних зобов'язань, нас обороняти, відповідно, надавати нам формальну допомогу. Тобто розраховувати ми можемо лише на себе, і намагатися вибудовувати ситуативні коаліції. Тут ми, звичайно, повинні вчитися цієї самої Великої Британії. Подивіться, країна виходить з Європейського Союзу, в неї такі проблеми, відповідно. Перспективи незрозумілі, але тим не менше їм вдається вибудовувати коаліцію на те, щоб приймали заходи щодо того отруєння, спроби отруєння, яке було здійснено щодо Сергія Скрипаля і його доньки. Відповідно, нам треба вчитися, звичайно, Великої Британії, тобто вибудовувати ситуативні коаліції. Розраховувати ми можемо абсолютно виключно на себе. Тобто і слово «союзник» взагалі забути. У нас союзників формальних немає. Жодна держава не має щодо нас відповідних зобов'язань. Спасибо, Николай. Спасибо, что подключились к нашей беседе. Это был Николай Белесков, заместитель директора Института мировой политики. А тему санкций мы продолжим обсуждать с гостем нашей студии, общественным деятелем и переселенцем Ирфаном Куддусовым. Доброе утро, Ирфан. Доброе утро. Прежде чем мы продолжим, я призываю наших зрителей звонить нам по Вайберу и по Скайпу. Номера вы сейчас видите на своих экранах. Присоединяйтесь к нашей беседе. Эрфан, как вам такое утверждение, что у нас нет союзников? И фактически была цитата одного из российских императоров: есть только союзники, в союзниках флот и армия. Фраза в целом, конечно, правильная, но все-таки не надо сбрасывать, наверное, со счетов то, что некие моральные международно-правовые принципы все-таки еще существуют. Не окончательно Россия разрушила Евросоюз. Моральные принципы в политике? Конечно, есть. Все-таки я считаю, что есть. И свидетельства этому есть. Все те санкции, большей частью, конечно, как мы видим, формальные, да, и в отношении азовских событий, все-таки они есть. Что-то еще сдерживает Европу. Как формальные? Где-то была статистика, сейчас, к сожалению, не помню. Объем санкций в денежном выражении за все эти 5 лет, он примерно сопоставим с годовым российским бюджетом. Да, но при этом вы же понимаете, что, сохраняя санкции, одновременно Европа и дает ресурсы за сырье России. И здесь борются принципы и мораль, и нормы права с коммерческими интересами самих стран, да, и политиков западных, которые, вводя санкции, при этом не гнушаются торговать с Россией и не хотят этого и скрывать даже, да, то есть just business, как говорится.
Это сложная ситуация. Однозначного ответа, конечно же, нет. Однозначного ответа нет и не будет никогда. Так не бывает. Черное-белое. Черное-белое, к сожалению, присутствует только в нашей внутренней украинской политике, потому что у нас есть враг непосредственный, с которым воюем, Российская Федерация. У Европы такого врага нет. Пока на их территории не падают бомбы, такого врага у них не будет. Но Россия делает все для того, чтобы этого врага создать. Поэтому я думаю, что у нас союзники появятся еще более активные и принципиальные со временем. Кого вы имеете в виду? Те страны, на которые будет пристальное внимание Российской Федерации. Ну, в Британии они уже травили людей. Я не исключаю провокации в странах Балтии, в Польше, и в Германии и так далее. Вот на Мюнхенской конференции безопасности, которая прошла, вот от нее сложилось такое впечатление у многих экспертов и аналитиков, что там сдают Украину, что за всеми речами о поддержке на самом деле есть лишь бизнес-интерес, о котором мы уже с вами говорили. И в этом плане можно говорить и о позиции Германии, да, которая лоббирует строительство газопровода «Северного потока-2». Действительно ли так? Можно ли с этими оценками соглашаться? Ну, в какой-то мере, конечно, согласиться можно, что это очень похоже на Мюнхен-2, да, такой сговор второй раз. Тех же партнеров России, ну, тогда Советского Союза, и Германия сейчас тоже. Вот. Это очень похоже, да, но все-таки я считаю, разница существенная, потому что Европа прошла послевоенный путь, наученная горьким опытом Второй мировой войны. И при всем при этом, Украине, конечно, надо рассчитывать прежде всего на себя и быть локомотивом в этой всей истории, а не ведомым, да, партнером. То есть Украина должна проявлять более жесткую принципиальную позицию в отношении санкций. Ведь смотрите, сколько случаев происходит с введением санкций, мы оказываемся не первыми. Да? То есть санкции вводит там Америка, вводит Европа, а Украина к ним присоединяется. То есть, ну, это парадокс. Должно быть же наоборот, в принципе. То есть мы воюем с Россией, значит, первый уровень санкций там, и так далее, разрыв отношений, разрыв договоренностей всех с Российской Федерацией, которые невыгодны. Вот азовские события, да, к чему привели? Ну, к тому, что 24 военнопленных в Российской Федерации. И при этом мы знаем, что несколько дней назад были подписаны соглашения по разделу квот по рыбной ловле в Азовском море. Причем тайно, да. Да, причем это сделано тайно. Эти сотрудники Госагентства по рыболовству Украины, они сидеть должны. Вот. А мы сидим и ждем санкций от каких-то западных партнеров. Ну, кстати, официальной реакции еще не было, да, по этому поводу. Есть как бы информация о том, что это якобы произошло. Никто еще официально не прокомментировал, подтверждается эта информация или нет. Ну, а насколько в Украине есть ресурсы вводить действительно эффективные санкции, которые может вводить Америка и Европа? Ну, конечно, эффективных такого уровня санкций Украины нет. Украина не контролирует системы банковских транзакций типа SWIFT. Украина не контролирует какие-то строительства потоков там, турецкого и северного 2. У Украины не так много ресурсов, но даже тех возможностей, которые есть у Украины, достаточно, чтобы нанести противнику существенный ущерб. Да? Ну, я не исключаю, даже почти уверен в том, что ведется торговля, связанная с поставкой там, двигателей, да, для определенной техники в Российскую Федерацию через третьи страны. Ну, здесь мог бы быть контроль. Не исключаете, да. Может быть, и исключаете эту информацию. Ну, а есть масса вещей, где мы знаем абсолютно точно. Ну, торговля происходит. Товарооборот с Российской Федерацией существует. Откуда он берется?
Это же не только топливо, не только газ, но и в этом отношении, что можно было бы, извините, ну, скажем, ужать свои ремни, да, пожестче чувствовать, и тогда бы вся Украина почувствовала, что мы воюем с этой страной, а не торгуем с ней, как сейчас происходит. Ну, насколько я знаю, с информации, которую нам публиковал МИД, проблема разрыва отношений достаточно серьезная. То есть нельзя все одним махом взять и разорвать все отношения, в том числе дипломатические. А какие у нас есть отношения? У нас отношений никаких нет. У нас есть отношения на фронте военных, которые стреляют друг друга. Понимаете? У нас есть еще миллионы граждан, которые живут и работают на территории смотрите, России. Были неоднократные заявления и МИДа, и правительства, и украинских чиновников о том, что мы не несем ответственность за тех граждан, которые сегодня живут в Российской Федерации и сделали выборы. Ну, не совсем так. Они не то чтобы не несут ответственности. Всех предупреждают, что выезжая на территорию России, вы рискуете тем, что можете оказаться политическим заложником и быть арестованным, задержанным в ФСБ. Это да, этот момент есть. Но тем не менее, сегодня кто-то же должен все-таки те же самые консулы, которые работают по существующим законам, которые могут проведать наших граждан в России, если эти отношения разорвать, то они не могут этого сделать. С таким же успехом это могла быть третья сторона, что в мировой дипломатической практике часто было, когда дипломатических отношений нет, но какая-то третья сторона по просьбе одной из сторон или двух сторон выполняет вот эти посреднические функции. И может быть это было бы даже эффективнее. Понимаете? А наличие этих дипотношений показывает в том числе и Западу, и украинцам, что мы еще там, у нас есть отношения, что не все так просто, что это какой-то конфликт. Понимаете? Надо говорить четко и прямо, чтобы все эти дефиниции дошли до людей. Есть война, есть агрессор, с ним отношений нет торговли. Но когда, извините, украинское государство, украинские политики, высший эшелон заявляют о том, что мы не можем что-то разорвать, мы подписываем какие-то договора, понимаете, если это в Украине происходит, то зачем нам винить Запад? Мне кажется, Украина сделала ключевое решение, такой шаг вперед, изменив Конституцию, приняв курс на евроинтеграцию и членство в НАТО. Это как бы один из шагов. Это формальная декларация. Формальная декларация, я вам пример приведу, Турция стремится в Евросоюз сколько десятков лет? Минимум, наверное, лет 30, а то и 40. И с течением времени... Может, у нас, в отличие от Турции, больше шансов? Я не думаю, да. Вот в отличие от Турции, у нас экономики нет практически. Она, вот как назвал эксперт цифру, 0,17%. А Турция мощный партнер. И почему-то Евросоюз их не принимает уже десятки лет. При том, что Турция член НАТО. И поэтому эти пустые декларации, они, конечно, красивые. Но когда мы туда вступим, не знает никто. Через 5 лет или через 55. И будет ли к тому времени Украина в том состоянии, чтобы вступить? В 23-м году мы туда вступим. Так обещает, по крайней мере, президент Петр Порошенко. Вашими, как говорится, устами да мед бы пить. Да, хорошо, будем пить мед. Это когда произойдет обязательно. Давайте поговорим о ситуации с Крымом. Санкции против Крыма. Они действуют в том числе и с нашей стороны. Это и блокада энергетическая, и блокада водная, и уголовные дела, связанные с коллаборантами. Что еще нужно сделать, чтобы в Крыму почувствовали, что их аннексия произошла, скажем так... Что должна сделать Украина? Да. В принципе, это уже неоднократно декларировалось, и все эти шаги как бы известны. Непонятно, почему политики их не делают. И президент, и Кабмин, и Верховная Рада. Давно пора внести изменения в Конституцию, начать этот процесс. Значит, когда президенту надо, необходимо, он легко вносит курс на НАТО, на ЕС, на изменения, касающиеся законодательства о прокурорах без юридического образования. Почему не внесена норма в 10 раздел Конституции о Крымско-Татарской автономной республике? Это один из мощнейших ударов, который был, внешнеполитических ударов, в том числе, не только внутренних, который бы нанесен был по позиции Российской Федерации, которая заявляет о некой историчности ее присутствия в Крыму. Это один вариант. Второй вариант.
это наличие до сих пор в законодательстве Украины нормы о свободной экономической зоне. Вот для вас не является парадоксом вот такая ситуация, когда в Украине есть закон о свободной экономической деятельности в Крыму? Ну, это, я не знаю, как это называется, это, ну, в телеэфире надо пикать, когда говорят о таком, потому что этого быть не может. Кто это лоббирует и почему эта норма до сих пор не отменена? Это уже такой риторический вопрос. Я думаю, что в тот момент, когда состав парламента поменяется, эта норма будет немедленно отменена. С экономической свободной зоной как бы вероятность такая высока. А вот что делать с изменениями в Конституцию, в 10-ю статью? Насколько я понимаю, этот проект уже готов. Все как бы замечания учтены. Но я так понимаю, что как бы никто об этом не говорит публично, но его не выносят в парламент, потому что боятся, что он там не найдет поддержки. От чего боятся? Что депутаты его не поддержат. Вы знаете, я сторонник того, что, знаете, любой ответ должен быть. Ответ «да» и ответ «нет». Тогда крымско-татарское сообщество, крымско-татарский народ будет понимать, кто наши союзники и где они находятся, и можно ли на них рассчитывать. Притом, вот несколько месяцев назад, по-моему, 2 месяца назад, как мы помним, была такая конференция или круглый стол, на котором были эксперты, народные депутаты наши, где говорилось о том, что проведен анализ, социологические опросы украинцев, на котором был задан один из вопросов о том, что насколько поддерживают украинцы создание Крымско-Татарской автономной республики. Да? И цифра прозвучала более чем 51 или 53%. Да, был такой опрос. Да, такой опрос был. Это говорит о том, что украинское общество готово принять такие изменения. Готово. Общество уже готово, а политики почему-то не готовы. Значит, проблема в политиках, значит, нужно этих политиков менять старых. Вот. И я считаю, что это не является сегодня первостепенной проблемой для украинского общества, вот, наличие крымской автономии, крымско-татарской автономии. А для кого это первоочередная проблема? Это проблема для тех, кто считает проценты своего электората. Вот. А эта позиция, она прямо противоречит позиции украинского общества, которое приняло бы эту автономию сегодня, я не скажу, что без проблем, но, как мы видим по опросам, достаточно легко. А в Крыму ждут такого решения? Ну, вы знаете, в Крыму ждут такого решения не 5 лет, как мы бы сейчас могли думать, да, а его ждут 28 лет. Да, а если по-серьезному, то крымские татары, если брать тех, кто стержнем в этой проблеме является, мы ждем возвращения нашей автономии уже с 1944 года. То есть фактически, вот считайте, сколько можно тянуть эту проблему. Она привела к тому, что наш народ фактически исчезает с языком, с культурой. Вот. И это вопрос не вчерашнего, позавчерашнего дня. Я абсолютно уверен, что крымско-татарская автономия в составе Украины будет, но вот те политические такие междусобойчики или, скажем так, какие-то мелкие свои электоральные проблемы у некоторых из политиков украинских, причем высшего эшелона, вот мешают нам в этой проблеме. Но я надеюсь, что этот год будет переломным. Ну, дай бог, чтобы желания и призывы крымских татар были услышаны. Давайте поговорим о той ситуации, вот опять же отталкиваясь от действующей свободной экономической зоны, которая в том числе в Крыму действует и принята и оккупационной властью, но и это дает повод местным коллаборантам, местным чиновникам говорить о том, что они могут привлекать достаточно серьезные инвестиции в Крым, и санкции этому не мешают. Вот, например, по последним их отчетам, инвестиционных обязательств, которые удалось привлечь в экономику Крыма, было 75 миллионов рублей. Это создало 45 тысяч рабочих мест. Вот оккупанты рапортуют об успешном инвестиционном климате. Да, несмотря на санкции, недавно в Сочи прошел российский инвестиционный форум, на который ездил глава оккупационного правительства Сергей Аксенов. Так он заявил, что достигнуты инвестиционные соглашения с правительством Удмуртской республики
Сибири и руководством Ульяновской области. Ну, там речь идет о туризме и строительстве некоторых инфраструктурных объектов, но можно ли это называть реальными инвестициями, и можно ли вообще говорить о том, что бизнес и предпринимательство в Крыму может под санкциями процветать? Ну, вообще, конечно, цифры, во-первых, смешные, да, они не стыкуются между собой. Если вы правильно назвали цифры, то 75 миллионов рублей, ну, это, условно, там, около миллиона с чем-то долларов, да, там, даже и 1,5 миллиона долларов нет. Создать на такую сумму 45 тысяч рабочих мест невозможно физически. Вот, потому что в среднем есть норма, которая определяет, сколько для создания рабочего места нужно. Одно рабочее место, но в России стоит примерно от 10 до 15 тысяч долларов. Вот, и на такую сумму можно создать там, пару сотен рабочих мест. Никакого социального или какого-то экономического эффекта такие суммы не имеют. Вот. Сотрудничество с Удмуртией дотационной или с Ульяновской областью тоже дотационной, да, но это сотрудничество внутри Российской Федерации, где просто перераспределяются бюджеты, ведь это не западные деньги, да, и не деньги внешних инвесторов. То есть это говорит о том, что никаких внешних серьезных инвестиций в Крым нет и не будет. Мы прекрасно знаем, что, допустим, серьезные инвесторы или серьезные партнеры, которые были в Крыму, это судоходные компании, да, вот круизные, там, ну, примерно, я вот сам житель Ялты, я прекрасно помню, как примерно 60 судозаходов до 2013 года было. Это серьезные ресурсы. 60 судозаходов круизных лайнеров. И что это значит для экономики Ялты? Для экономики Ялты и Крыма это значило один только судозаход какого-то среднего круизного лайнера. Это сумма, сравнимая вот с такими, наверное, инвестициями примерно. Вернее, несколько таких судозаходов. Вот пример, я цифру приведу. Один крупный лайнер, это 50 тысяч долларов только за заход, за обслуживание лоцманами. Значит, плюс это примерно 1500 туристов, которые заезжают в Крым. Сутки двое иногда находятся в Крыму, тратят деньги. Это западные туристы, которые оставляют свои деньги. И для экономики это был фактически внешний инвестор. Это только по крупным круизным судам. Я уже не говорю о торговле зерном и так далее, аграрный сектор, который был в Украине, когда была вода, сейчас аграрного сектора практически нет. Сокращение произошло не в разы, а в десятки раз. Ни риса своего нет, ничего практически, да, все это завозится. Вот, то есть говорить об инвестициях, или недавно такой пример, договор подписан с Чечней. Очень хороший, конечно, инвестор. Чечня, да, и да, турист там прекрасный. Еще есть инвесторы из Сирии. Да, инвесторы из Сирии. Это прекрасные, в кавычках, примеры. Да, Зимбабве. Мне жалко, честно говоря, тех наших людей, крымчан, которые остались патриотами, гражданами Украины, и которые все это наблюдают. Но я могу уверить, что это все закончится. В такой ситуации оказались не только граждане Украины и патриоты, в такой ситуации, в сложной ситуации оказались практически все. Я думаю, что... Но это их уже проблема. Да, но о том, как на самом деле обстоят дела и как живется малому и среднему бизнесу, предпринимателю, мне кажется, красноречиво говорит видео, которое мы сейчас посмотрим. Я предисловие к нему. Это митинг предпринимателей в Паторе в 2016 году. Тогда там закрыли местный рынок. И два митинга. Один предпринимателей Севастополя, тоже в 2016 году, и в 2018. Там люди столкнулись с тем, что оккупационные власти города лишают их рабочих мест в угоду другим близким бизнес-структурам. Давайте послушаем, сейчас я попрошу сначала показать этот ролик, и мы послушаем, что люди говорят о своей работе и о властях. Я реально думала, что мы бежим от фашизма, от бендеровцев. А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста. На колени надо встать. Встала на колени. Пожалуйста, спасите. Оставьте нам места, пожалуйста. Нас трясут по-страшному, отнимают последние. Идем мы уже на последние, как говорится, на митинг. Власть не должна грабить народ. Власть сегодня нагло грабит народ. Народ тысячами, Мусон и Чайка. Это тысячи людей,
конкретно по мне могу рассказать следующее, что я закрыла свою деятельность в сентябре месяце, потому что мой маленький НТО кому-то помешал. Его решили снести. Потом я встала на получение пособия в центре занятости. И на сегодняшний день 3 недели Центр занятости мне пособие не платит по той простой причине, что в казначействе нету денег. На сегодня происходит в городе действительно страшный передел собственности. Они поняли свою полную власть над нами. Вот такое вот настроение у предпринимателей было в 16-м, 18-м, в прошлом году. Наверняка в этом году ничего не изменилось. Ну почему? Это изменится, да. Только еще более худшую для них сторону. Понимаете, те, кто сейчас выходит с этими триколорами, да, с флажками Российской Федерации, с гербами и так далее, и на коленях просят Российской Федерации у Путина, этого плюгавого карлика, какой-то помощи и защиты от якобы местных чиновников, они до сих пор не понимают, что этот человек виновник всех их бед. Понимаете? Потому что это же и его был приказ захватить и создать такую систему. Поэтому то, что они там проводят митинги, пускай они радуются, что пока они у них есть. Я думаю, что дальше гайки будут завинчены в такой степени, что они будут все работать на госпредприятиях за 3 копейки, как в Советском Союзе, да, и никаких митингов им позволять даже не будут. С флагами Российской Федерации, без флагов. Этот фарш уже прокрутили, это мясо прокрутили, этот фарш вернуть обратно уже невозможно. Возможны кардинальные изменения только с момента, когда Крым вернется обратно на территорию, в свою, так сказать, родную гавань. Но они могут это осознать, эти люди, Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Их мнение уже никого не интересует. И прежде всего Российскую Федерацию. А вы слышали историю с Олегом Зубковым, директором зоопарка «Сказка»? Мало того, я с ним знаком лично. Я имел в виду недавнюю историю. Он потом заявил о том, что он уже переводит свой бизнес в Португалию. Купил там земли, строит объекты и там будет развивать свой бизнес, потому что здесь, в Крыму, ему нет условий. Хотя русскую весну встречал на БТРе с боевыми львами. Он встречал со львами, я это прекрасно помню и был свидетелем всего этого. Это политическая проститутка, извините, флюгер, который сегодня за Ющенко, завтра за Януковича, послезавтра за партию регионов, потом за Путина, потом против Путина. Это просто один из показателей того, как действует обычный предприниматель Крыма, который легко, скажем так, не пошел на протестные митинги в поддержку крымских татар под Верховной Радой 26 февраля 2014 года, который сидел и ждал, когда ему манна небесная посыпется сверху. Вот такой Зубков. И таких много в Крыму, к сожалению. Мне Зубкова абсолютно не жалко. Уедет он из Крыма, будет он в Португалии развлекать европейцев. Это его проблемы. Но с такими людьми, к сожалению, на их плечах пришла и российская оккупация. Такое молчаливое согласие или поддержка, как в случае с Зубковым, привело к тому, что, извините, в жесткой ситуации отвечают за это все, за таких Зубковых, которые сегодня здесь, а завтра там. Мне кажется, и такие, как Зубкова, и вообще малый и средний бизнес не очень-то и нужен на полуострове. Да? Он не нужен вообще. России он вообще не нужен. Дело в том, что Россия инвестирует деньги, какие-то деньги, конечно же, она инвестирует в мегапроекты такие, с точки зрения инфраструктурности, это трасса Таврида, это мост, это построенный терминал. Почему так делается? Все же очень просто. Потому что за всеми из этих проектов стоят крупные бизнесмены из путинского окружения, Ротенберги и так далее. Легче всегда на большом проекте из бюджета получить, так сказать, откат. Очень просто. Построили, вложили 60-70 миллиардов рублей, получили эти деньги. Им не нужно связываться с мелкими бизнесменами, у которых масса проблем, которые имеют свое мнение. Придет это все к тому, что мелкий и средний бизнес окажется не на задворках и вообще перестанет там существовать. Казалось бы, средний бизнес, средний класс — это гарантия демократии, гарантия свобод. А зачем гарантии, такие гарантии демократии России?
будто в Крыму средний класс, или вот, ну, даже который был или не был, он не воспользовался своим правом или даже не посчитал нужным это делать и оказался в ситуации, когда он теперь не нужен. Как это парадокс какой-то? Ну, парадокс-то, в общем-то, простой и разрешимый. Потому что демократия России не нужна. Не в традициях России демократия. Вот тот короткий период начала 90-х, это, знаете, как отход был от генеральной линии Российской Федерации. На самом деле Россию не интересует ни средний класс, ни вопросы демократии, ничего такого. Поэтому и этот средний класс и мелкий бизнес постепенно сворачиваются. Кое-где островки пока еще есть. Но ситуация четко показывает, что важно самосохранение только для крупных бизнес-проектов и крупных бизнесменов, которые есть в Российской Федерации. Все остальное не интересует. Для обслуживания вот их интересов и наличия военной базы, да, ну, Крым, будем считать, что Крым это уже военная база Российской Федерации, туризм это на 3-м, на 5-м месте. Вот, аграрный сектор тоже, да, и их интересует, чтобы обслуживали эту военную базу, их военных и связанных с ними спецслужбах и так далее. Ну да, наверное, это все-таки говорит о качестве крымского среднего класса, который не умеет считать, мне кажется, потому что это хорошо, когда, наверное, в страну, в регион там вливаются для региона какие-то огромные деньги, капиталовложения, строится инфраструктура, но... А что в этом хорошего? Ну, я вам пример приведу. Экологическая катастрофа. Вот они как поднимается экономика, да. Начинай строить дороги, это приведет к закону экономики. Эта дорога Украине, да, Украине и Крыму нужна или нет? Вопрос. Нет, большой. Украине, я сейчас говорю о каком-то, может быть, ментальном отношении крымчан, которые воспринимают все, что сейчас происходит, что вкладываются какие-то огромные деньги в инфраструктуру. Но я почему говорю, что они умеют плохо считать? Наверное, потому что ведь все завязано на бюджете. Бюджет завязан на нефти, и это когда-нибудь рухнет. А они, как средний класс, которые могли бы зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно, этой перспективы не видят. Ну, то есть они не считают, что это их перспектива. Вот смотрите, вот вернемся к этим инфраструктурным проектам, которые инвестирует Россия, которые как бы для Крыма, наверное, может быть полезны. В чем есть большие сомнения. Эти проекты не касаются среднего бизнеса и мелкого никак. Это большие бюджеты, которые распределяются собственным фирмам, зашедшим в Крым. Да? Средний мелкий бизнес тут никаким образом ничего не получает. Да, он видит, что вкладываются какие-то деньги, но впрямую это не влияет на него. Все обычные дороги, которые есть в Крыму, они разбиты до степени хуже, чем это было при Украине. Вот. Эта трасса, она нужна только тем, кто заезжает в Крым, там, условно туристам и выезжает с Крыма. Таких людей немного. Вот. Что дало среднему мелкому бизнесу это? Я не вижу никаких эффектов. А вот то, что какие проблемы возникли, это видят все, в том числе крымчане. Первое. Экологические проблемы. Да? Срезано такое количество зеленых насаждений, изменен ландшафт, возобновлена деятельность многих карьеров, которые были закрыты из-за того, что наносили ущерб экологии. Да? То есть все эти карьеры сейчас работают, в том числе и особо ядовитые, которые там в Керчи и так далее. Вот. Это уже ущерб. Мало того, изменен исторические некоторые ландшафты изменены, которые уже вернуть будет невозможно. Третье. Вот в связи со строительством всем этим гигантским потеряны культурные слои, в том числе археологическое такое направление. Да, там были разрыты несколько курганов. Да, то есть это мы говорим о нескольких нам известных, да, а эти десятки километров, ведь Крым считается в мире, наверное, по-моему, в первой пятерке по насыщенности археологическими находками. И вот десятки километров этих территорий, которые подпадают под зону строительства, они уже безвозвратно потеряны, как для культуры, для истории, и в том числе и крымско-татарского народа. Вот. То есть ущерба от этих действий, в общем-то, для Крыма в том числе, который является туристическим регионом, гораздо больше, чем пользы. То есть польза это только для того военного контингента, для спецслужб и для таких интересов Ротенбергов условных. Да. Для них польза, да, они положили в карман хороших уж. А обычные граждане Украины, которые там живут сегодня в оккупации, для них пользы никакой нет. И ни для бизнеса, ни для чего.
не дают мне покоя все-таки предприниматели крымские. Они, видимо, вас беспокоят часто, звонят, говорят, как же бизнес. Не в этом дело. Мне просто интересно, ну, ведь мы уже об этом сейчас говорили, о том, что предпринимательство – это всегда залог стабильности, залог экономического благополучия и залог демократии в стране. Возможно, когда-нибудь это понимание к людям и придет. И в этом ключе может ли Украина рассчитывать на этот класс при деоккупации? То есть вот можно ли как-то этих людей использовать для нашей пользы? Но есть большие сомнения в этом, что Украина может сегодня людей, находящихся 5 лет в оккупации, каким-то образом использовать. Да. Нужно просто понимание, что это наши граждане, а они это понимают, слава Богу, да, потому что ни для кого не является секретом, что люди хранят украинские паспорта, являются они предпринимателями или нет. Они понимают все плюсы от владения гражданством, да, и сохранения гражданства Украины. Это безвиз, это свободный выезд на материковую Украину, беспрепятственный. Это возможность делать здесь в Украине бизнес даже. Ну, я знаю примеры такие, когда предприниматели переводят бизнес на материк, спокойно занимаются импортом, экспортом. То есть все-таки понимание, где лучше есть. Да, понимание, где лучше есть. Я да. на этом должен поставить точку, потому что, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Гостем нашей студии был Орфан Кудусов, общественный деятель, переселенец. А сейчас в эфире «Заман» с Оксаной Дворецкой. Не переключайтесь.